Селям алейкум, урмитли, телесверджилер. Как замечательно, что сегодня мы снова вместе с вами собрались на традиционной и любимой кухне программы «Софрага Бюренес», без чего не обойдется ни один праздничный стол. Правильно, без салатов. И сегодня наш гость расскажет, как разнообразить праздничное меню и подать к столу салат, который не оставит равнодушным никого. А я уже готова представить нашего сегодняшнего гостя, ответственный предприниматель и прекрасный ресторатор Эльдар Меметов. Сегодня многие стремятся стать успешными и перспективными людьми, открыть собственное дело, подняться по карьерной лестнице. Именно это удалось сделать герою нашей программы, известному крымскому предпринимателю и ресторатору Эльдару Меметову. Дипломатичный и сдержанный, он умеет найти подход к каждому сотруднику, а они, в свою очередь, рады иметь дело с надежным руководителем. Эльдар Бей является не только успешным бизнесменом, он также принимает активное участие в социальном развитии Крыма. Эльдар Меметов, как никто другой, знает, к каждому делу нужно относиться с энтузиазмом, и тогда все обязательно получится. Главной поддержкой для нашего героя является его большая и любимая семья, которая вдохновляет и придает сил идти навстречу новым победам. И сегодня на кухне Софрага Бюренес Эльдар Меметов поделится рецептом фирменного салата «Караван». Селям алейкум, Эльдар. Алейкум селям. Рада видеть вас у нас в гостях в программе «Софрага Бюренес». Взаимно, мне тоже, для меня большая честь оказаться сегодня на такой большой кухне телеканала Милет. Чем нас будете радовать сегодня? Каким блюдом? Сегодня мы решили сделать сюрприз. У нас, так скажем, праздничный повод. Вот, это День всех влюбленных будет. И, в принципе, может быть, такую небольшую идею покажем. Сегодняшнее наше блюдо называется «Караван». Это авторское блюдо, которое наши повара совместно разработали. Вот. Название само «Караван», оно предполагает, это название кафе, первое, которое мы открыли в торговом центре. В честь этого мы назвали этот салат. Я надеюсь, что мы сегодня сделаем шедевр с вами совместно. Я в это верю. Так, какие у нас есть ингредиенты? Давайте нашим телезрителям расскажем, чтобы... Да, смотрите, значит, салатный лист, цветной, зеленый. Это зерна граната. Это отварная говядина. Говядина у нас варилась где-то в течение 2 часов. Это запеченная курица. При 200 градусов мы запекали в течение 20 минут, достаточно. Ну и один из основных ингредиентов – это говяжий язык. Вот. Варился 3 часа. Соус называется «Цезарь». Его основа – это вустерский соус и сыр пармезан. Оливковое масло обязательно, чесночок, лимонный сок. Все это взбивается, и у нас получается вот такой прекрасный соус. Здорово. Ну, мы тогда можем приступать. Сплошные деликатесы у нас сегодня. С чего мы начинаем? Ну, мы начинаем с того, что подготавливаем мясо. Мясо мы нарезаем. Значит, в среднем на одну порцию берем по 40 грамм мяса отварного, запеченного курочки. И все это мы делаем соломочкой. Потом делим наш салатик в среднем каждый листик на 3 части. Также все складываем. Потом заправляем это все соусом. А так как у нас накануне Дня влюбленных уходит программа, мы с вами еще будем рисовать сердечко. Ой, как здорово! Вот. Ну, естественно, да, опять-таки цвет гранатовых зерен нам придаст немножечко как раз вот тот самый романтик, который нам необходим. Ну, естественно, еще немножечко воспользуемся паприкой. Это уже опять-таки, так скажем... Для украшения. Для украшения. То есть здесь нужно будет немножечко зеленушку вот так вот на 3 части поделить и потихонечку сложить. Справлюсь ли я, как вы думаете? Ну, задача одна из сложных. И еще у меня к вам будет просьба: соус. Нам нужно будет где-то 3 ложечки соуса, и все это вот так вот размешать. Все, я вас поняла. принципе, Будем да. сейчас с вами вместе создавать шедевр. Да. Я предлагаю тебе и мне надеть перчатки. Да. Вот, прошу. Это будет гигиенично. Это будет гигиенично, это будет эстетично, я думаю, и нам будет удобно. Кстати, расскажу, такой курьезный был случай. Это был 94 год. Я учился в Национальной юридической академии в Харькове. Вот. Ну и там же друзья, славяне, ну, всяких национальностей. Знали, что как бы татары славятся тем, что шикарно умеют готовить плов. То есть, ну, так скажем, да. И получается, в один из прекрасных дней ребята, короче, меня подпирали: Эльдар, а ты умеешь готовить, не умеешь? Ну, мне же неудобно сказать, что я не умею готовить. А на самом деле умел или нет? Ну, на самом деле, по-честному, я всегда был рядом с кухней. То есть с самого там раннего детства. Мне было 12 лет, когда моя семья открыла первое кафе. Это было в Ялте, в Ливадии. Вот. Это был 87-й год.
когда мы первый раз в Ташкенте, будучи, мама работала в филармонии, в ансамбле Хайтарма. Отец тоже там работал, был администратором группы, да, нашей. Вот. И, в принципе, тогда уже начались эти доперестроечные моменты, перестройка, в общем, гласность. Это, ну, то есть все это уже шло на то, что вроде как бы вот этот вот режим СССР, он вроде ослаблялся. И у нас появилась какая-то хоть небольшая надежда на то, что мы имеем шанс вернуться на родину. И ну, в нас это культивировалось, любовь к родине. Живя в Средней Азии, всегда во снах нам снилось Айпетри. Крым. Мы видели по фотографиям, по дедушкиным, по бабушкиным фотографиям эту родину. Да? Ну, Узбекистан, где мы жили, сами знаете, это равнина. Таджикистан совсем мы ездили другое, к да. бабушке, это горы. Но опять-таки это все пустыня, моря нету. Иногда ездили на Сырдарью, вспоминали про Черное море. Ну и в принципе, ну, понятное дело, да, приехав в Крым, мама не могла бы петь, потому что как таковой аудитории не было. Местные, в принципе, не особо понимали, так скажем, да, нашу культуру, потому что был разрыв, да, очень большой разрыв, и в том числе культурный. И чем мы задались первым вопросом, что мы умели делать? Отец умел готовить плов. Вот, ну, плов. И таки вот шашлык, вернемся да. к плову. И теперь такой же случай, да, ну, как бы, ну, естественно, я говорю, что я умею готовить плов, потому что я 1000 раз был рядом в процессе его готовки. Но как-то так получалось, что сам лично я его не готовил. Ну, чтобы понимали, да, я позвонил домой, маме говорю: мам, слушайте, ребята просят приготовить плов. Как это делается? Ну, она мне вкратце описала все. Факт в чем заключается? Что мы его готовили в общежитии студенческом. Вот, готовили его в утятнице. Просто, да, там из одного телефонного разговора мы поехали на рынок. Кстати, в Харькове тогда баранина стоила дешевле, чем крольчатина, наверное. Почему? Потому что она не пользовалась спросом, была большая проблема найти баранину. Это в основном свинина, говядина, то есть в рядах, да, в лабазах. И мне повезло, что я нашел баранинку. Так вот, этот плов, вкус этого плова я помню до сих пор. И многие ребята уже спустя там 20 лет после окончания академии, они иногда в общих компаниях мы сидим, и они говорят: слушайте, ну вот сейчас сколько модных заведений, да, есть в городе, которые готовят плов и различные его вариации. Но, Эльдар, мы помним тот плов, когда ты тогда приготовил, он был просто безумно вкусный. Ну что, берем первым делом что из деликатесов? Мы сейчас берем сначала, ну, давайте возьмем курочку. Вот, здесь у нас где-то грамм 80, много так не надо. Если мы сейчас делаем одну порцию. То есть в среднем мы берем где-то половиночку, делаем вот так вот. Немножечко, чтобы наша соломка где-то, ну, порядка сантиметров 15 максимум была. Вот, нарезаем сейчас ее потихонечку. Чем занимаешься ты вот все-таки вот? Потому что ресторатор, предприниматель – это очень такое обширное понятие. Я вообще занимаюсь как бы недвижимостью, там, ввиду недвижимости, объекты различного характера. Там. Второе направление – это, скажем, организация бизнеса непосредственно. То есть я могу взять какую-то франшизу, опробовать, посмотреть процесс. Если процесс удовлетворительный, может быть, он будет работать на меня, может быть, мне это станет неинтересно, я могу это продать. Плюс у меня еще как бы сеть магазинов детских игрушек и одного знаменитого бренда, европейского. Деятельность бурная, конечно, да. Действительно. Обширная, да. бурная и много всего разнообразного, чем ты занимаешься. Да. Ну, мы стараемся не сидеть на месте, двигаться вперед. Знаете, как дорогу осилит идущий. Это правда, да. Велосипед, если педали не крутить, он остановится рано или поздно. Это точно. Вот. И в последнее время мы видим, что жизнь оживилась в Крыму. Мы стали интересны экономически. Вот. Со всей России люди едут, интересуются, каждый день идут звонки, кто-то советуется, кто-то просит где-то поддержать, помочь, где-то кто-то, ну, так скажем, да, по-дружески получить совет. Почему? Потому что все равно, как ни крути, Крым имеет свою собственную специфику. У нас сейчас идет развитие. Многие как бы занимаются тем, что осваивают поставщиков, там, специфику российского законодательства в крымских реалиях. И еще есть такой нюанс, что у нас есть все-таки свой менталитет. То, что, например, в Краснодаре может пойти прекрасно, у нас здесь эти ниши могут и не пойти. Приезжают, советуются, мы помогаем максимально, насколько можно. В рамках ассоциации крымско-татарских предпринимателей, если слышали, была такая. Отстаивали интересы инвесторов, тех, кто пришел, или те, кто попал в какую-то сложную ситуацию. Мы всегда принимали активное участие. Это ведь для собственного опыта. Сегодня
весь государственный аппарат и чиновники во многом стали ближе к предпринимателям, стали ближе к людям. И мы сегодня это видим повсеместно. Чиновники работают с общественностью. Ну, конечно, не все. Есть исключения, понятное дело, но Америка не сразу строилась, потихонечку делается. Вот. И власть слышит, власть идет навстречу и в наших начинаниях. Я хочу заострить больше внимания на твоей деятельности как ресторатора. Да. Как начался твой путь? Почему именно эта сфера деятельности? Ну да, я же говорил, да, что это был 87-й год, когда мы вместе приехали сюда. Честно скажу, на кухне я мыл посуду, то есть мне была отведена эта роль. Вот. И, с тех пор, кстати, я немножечко научился деньги зарабатывать, потому что у нас очередь стояла в наше кафе, вот, оно называлось «Арго». Вот. Очередь стояла кафе такое, как когда, вы помните, в Москве открывался Макдональдс, какая была очередь. Вот примерно была такая ситуация. Тогда, кстати, это в 88 году, это было столетие Ялты, вот, но это еще тогда уже был СССР. Вот. И я помню эти пляжи в Ялте забитые, то есть не было просто места. И помощниками мы тогда подтянули армян, нам армяне жарили шашлык, то есть там ребята Гамлет, Артур, мы их до сих пор знаем, они тоже рестораторы, кстати, вот, и их в Ялте многие знают. Вот. И как бы вот у нас был свой семейный бизнес, мама, папа, я, братишки, все сестренки. У нас младшие там рождались, бегали, помогали. Это Севиль. И Севим тоже, кстати, я вот о чем говорю. А Сима особенно, конечно, вот, принимала участие. У нас очень много фото и видео с тех времен, конечно. Но счастливые были времена, когда действительно вся семья работала ради одной собственной цели – встать и укрепиться в Крыму. Вот. И с тех пор я получил первый опыт и, так скажем, да, вообще работы в общественном питании. Вот. И в разное время получалось, что иногда отходил от этого и вновь к этому возвращался. Все равно, так или иначе. Да. В 2000-х годах у меня был ресторан, назывался «Глория». Мы там организовывали мероприятия, свадьбы, концерты. Там у нас проходили мероприятия. Потом я его перевел немножечко, так как было сложные времена. Вот. Ресторан люди чуть начали бояться. Мы его перевели в ночной клуб, там дискотека. Но опять-таки кухня там всегда работала. Дневные мы там проводили мероприятия, вечером там были то есть клубные вечеринки. Потихонечку до сих пор идет работа стабильная. Уже на сегодняшний день у нас высокий сезон. 4 кафе работают под этим брендом. Кафе – это не ресторан, конечно. Есть отдельно у нас ресторан. Мы тоже в этом году запустили один из таких проектов. Вот. И, это уже полноценный ресторан. Единственное, конечно, нас гложет то, что мы туда не ставим спиртное. Все-таки мы же мусульмане, и хотелось бы от этого немножечко абстрагироваться, но очень тяжело. Боремся с этим и пытаемся внедрить все-таки понятие ресторана не только наличие алкоголя, а то место, куда люди могут приехать пообщаться, попить кофе. Там, приятно провести время в хорошей приятно атмосфере, провести правда? время и, самое главное, вкусно покушать. Вот что я хочу спросить у тебя, Эльдар. Допустим, я хочу открыть заведение. На что мне нужно обратить внимание? Что самое главное? Давайте начнем с того, что есть два варианта, да, открытия собственного ресторана. Это первый вариант, это ваше собственное инвестирование, там, привлечение денег друзей, либо участие, так скажем, на совместном. То есть первая схема, у вас есть лишние деньги, в любом случае, только имея деньги, открывать ресторан не советую. В любом случае нужно подтягивать тех людей, которые в этом хорошо разбираются, которые будут в дальнейшем в этом заинтересованы. Вот. Второй вариант, да, то есть это объединиться друзьями, там, да, теми ребятами, если, может быть, кто-то, кто имел уже опыт работы, вы должны выйти на общую волну и подойти к этому комплексно, да. Очень важно смотреть за ценовой политикой, потому что сейчас, конечно, тренд на то, что даже модные рестораны сегодня, да, в городе ставят очень демократичные цены, потому что идет борьба за клиента. Это естественный процесс. Ресторанов на сегодняшний день, да, в Крыму и в Симферополе очень много. Есть довольно-таки достойные заведения, с которыми конкурировать вообще нереально. То есть надо идти где-то рядом, где-то там присматриваться и где-то вот мониторить эту ситуацию. Претендовать на номер один сегодня на нашем рынке очень сложно. Вернемся к нашему салатику. Я тут немножечко все нарубал. Да, мы сейчас все это здесь вот складываем. Где-то в среднем у нас на порцию идет по 40 грамм. Сейчас мне нужна будет от вас очень большая помощь. Да, в чем она заключается? Мы сейчас будем здесь замешивать соус вместе с нашими ингредиентами и их смешаем. Все отлично. Так, давайте сначала 3 столовые ложечки туда ложим. Так. Так. Так.
Раз, два, три. И сейчас потихонечку, чтобы мы эту соломку мясную не нарушили, мягенько все это начинаем переворачивать. Так. Смешивать, так скажем. Только Давайте, объясните, да, что- женской рукой, потому что я сейчас все мясо там... Всё, мясо я не трогаю. Не, мы все мясо всё и трогаем. салат аккуратненько, вот так вот, смотрите, берете и вот так вот поднимаете. Беру и... Поднимаете, роняете. И салат нельзя давить, мясо нельзя продавить, потому что оно все стружечкой. Просто очень-очень нежно это делаем. Ну да, я буду стараться Вот так, максимально да, нежно. да. Мгм. Потому что на День влюбленных это пригодится. А, кстати, вы влюблены? Ну, конечно, есть любимая. Это тот человек, с которым мы, кстати, познакомились в одном из таких объектов. Она у меня была помощницей. И в результате так как-то получилось незаметно, что между нами проскочила искра. И Здорово. она уже закончилась тем, что у нас 2 детей. Один в школе, другой в садике. У меня получилось? Так, ну, у нас все прекрасно, да. Все отлично. Это радует, это здорово. Все получилось. Значит, теперь мы Теперь что? начнем потихонечку заниматься творчеством. Творчеством, отлично. Да, нам нужно будет нашу большую тарелочку, и мы сейчас на ней будем рисовать. Потом этот салатик Почувствуй себя аккуратненько художником. выложим. Да, Да? Девиз нашей сегодняшней Ну что, у программы. крымских татар всегда получается. Мы же в душе художники. Все, отлично. Сейчас, значит, мы этим и займемся. Так, будем сейчас с вами художниками. Что вот у нас есть? Полотно. Так, мы берем тарелку, Тарелка. желательно круглой формы, Так. белую. Белую. Почему? Потому что мы сейчас будем наносить крем-соус бальзамический. Он кисло-сладкий, придаст определенную тоже пикантность. Это будет полный экспромт, поэтому прошу зрителя не судить строго. Постараемся на 4 сторонах, чтобы это было красиво, нарисовать сердечки. Так. Так, вот так. Есть. Есть одно. сердечко. Первое сердечко не комом. Ой, прикомом, ну ладно. Мы ему дадим окантовочку. Так. 2. Здесь, ух ты, здесь такое жирное сердце. Кто-то сегодня про меня вспомнил. Хорошо. Догадываюсь, кто. Так, Три. здесь еще у нас идет 4-е, вообще жирное. Что-то будет. Так. И вот так. Мгм. Ну, все это схематично, не обязательно строгие границы и тому подобное. Послушайте, ну и мы Да, же с вами самое тоже главное- не каждый день такое Да. делаем, правда? Вот, теперь берем паприку и начинаем медленно-медленно заполнять. Я думаю, слабая половина этим свою сильную половину удивит в этот день и обеспечен поход либо в ресторан, желательно в какой-нибудь из наших. Насколько я знаю, у вас семья музыкальная. Да. Мама Зарема Ханум у вас Да. поет. Сестра известная Севиль Минетова. Севиль Минетова тоже певица у нас певица. очень мощная. Вот расскажите о семье поподробнее. Нас 7. Вот. Я очень богатый человек, честно вам скажу. Очень. Почему? Потому что у меня столько племянников, и все они шустрые ребята. Ну, это наша порода полностью. Потому что в жизни мы всегда и везде успевали добиться всего. Маме расскажу отдельно. Мама мне, конечно, при том, что она в народе очень заслуженный человек, да, она в свое время с Средней Азии начинала свою деятельность с 18 лет. У меня, кстати, и бабушка Сабрия пела вот, в свое время. Вот эту какую-то любовь к песне она передала моей маме. Вот. И мама с 18 лет, даже раньше, наверное, начала участвовать в художественной самодеятельности. В 18 лет она уже попала в Хайтарму, вот, будучи в Узбекистане. И совместно, вот я лично свое детство помню, что мы были то в Алмате, то где-то еще в Средней Азии, то куда-то мы по всему Союзу путешествовали. Будучи ребенком из музыкальной семьи, почему не пошел по этому направлению? У меня всегда в жизни было так, что я чем-то увлекаюсь, потом перегораю, потом, может быть, переключусь на что-то на другое, что для меня будет, на мой взгляд, мне интереснее. И поэтому, как бы... Ну, видимо, не тот я склад музыкант. характера Да, просто. я не Видимо, все музыкант. дело в этом. Ну, хотя, с другой стороны, в жизни мне это ведь тоже не мешает. Я люблю музыку, я люблю ее слушать. Я иногда понимаю, где кто-то поет, и он, например, фальшивит. Или, например, голос, который действительно звучит, да, и, как правило, его оценивают. Так, что, сердечки да. готовы? Так, Получились теперь мы, ну, да вроде симпатичный же, нормально, да. да. Так, теперь Что мы, теперь? да, мы теперь берем вот это. Давайте все-таки женская рука будет. Ну хорошо, потому это что- как? Я же должна... Да, вы должны вот так вот взять и вот так вот аккуратненько, может быть, желательно даже, знаете, как вот Двумя? вместе, да, А все надо прям? Все надо взять и вот так вот выложить. Вот так вот. Так, ну, Вот. я Так, надеюсь, что у аккуратненько меня ставим, да. все получится. Вот так, отлично, отлично, отлично. Все, отпускаем. Чуть-чуть подправляем. Все, шикарно. Да? Все, теперь берем гранат. И все берем. Это у нас вот так вот украшаем. Вот таким вот, Красиво, да? Движением.
шеф-повара. Да, чтобы равномерно и красиво, у нас Ильдар, знаю, что ты да. бывал в Сочи и попал на автодром Формулы-1. Да, Ничего я не такое. путаю, было такое? Да. Расскажи о своих впечатлениях. Я даже не то, чтобы на нее попал, я по ней ездил даже сам. Вот взял это я спортивный сейчас автомобиль. просто. С давних пор, когда эта трасса строилась, это был у нас 2014 год, когда проходила Олимпиада. Ровно к этой Олимпиаде в Сочи подготовили вот эту трассу. Действительно, я скажу, это гордость. Это гордость, насколько серьезная инфраструктура. Я это всегда смотрел по телевидению, я часто смотрел заезды болидов Формулы-1. Вообще, вот если касаясь хобби, то мое хобби – это автомобили. У меня всегда обязательно один очень хороший, мощный, быстрый автомобиль есть. То есть бывает, я их иногда продаю. Ну и люблю быструю езду. От этого никуда не денешься, но с головой опять-таки. И один из поводов моей поездки в Адлер, это было все-таки попасть на эту трассу Формулы-1, посмотреть своими глазами, посмотреть эти гаражи, да, то есть в которых работает обслуживающая команда, техники, посмотреть само качество вот этой трассы, которая существует, да, посмотреть всю инфраструктуру, наконец-таки своими глазами посмотреть на болиды Формулы-1. И вот так прекрасно, что мы все-таки от нас это недалеко. Я надеюсь, я буду там частным гостем. Я там взял автомобиль Nissan GT-R, довольно-таки мощный, почти 560 лошадиных сил. Понятное дело, с инструктором, потому что самим это очень опасно, и это очень может стоить дорого. Потому что, так скажем, во время своего первого заезда мне дали инструктора. Во-первых, идет полный контроль, да, то есть как перед настоящей гонкой. Ты регистрируешься на стойке, выбираешь себе автомобиль. Значит, все это, в принципе, возможно, все, что угодно за ваши деньги, любой каприз. Выбираешь себе автомобиль, выбираешь себе инструктора, проходишь в медкабинете полностью обследование, это тебе меряет давление, алкотестер, и, в общем-то, в целом состоянии нормально, адекватно, неадекватно, с тобой общаются, смотрят, если ты парень нормальный, если ты последний раз знаком со спиртными как минимум неделю тому назад, да, тебе допустят. Почему, опять-таки говорю, сам процесс и все, что там есть, все больших денег стоит на самом деле. Знакомишься непосредственно со своим инструктором, он дает с тобой один круг по этой трассе, смотришь все эти тонкости поворотов, скоростной режим. Не тормозим, просто газ бросим и смещаемся влево. Со знаком 50 торможение. Плавный поворот, ножку на педаль газа. Плавненько наступаем и смещаемся вправо. Не суетитесь, расслабьтесь, все нормально, да, все не, хорошо. кайфую. Знак 50 торможение, плавный поворот руля. Хорошо, ножку на педаль газа. Плавненько разгоняемся, раскрываем и идем по плавной дуге. Руль оставляем в этом же положении. Поставьте ручку сюда, чтобы вы не мучились. Потом перехватываетесь, они наоборот вас... Конечно, когда я сел уже сам за руль, дал первый круг, конечно, ощущения просто нет. Невероятные. Невероятно. Правда, и тренер говорит, ты можешь быстро ездить, но ты же понимаешь, что справа бетон, слева бетон, машина дорогая, поэтому... считай элементарно. Да. То есть, и понятное дело, что максимально осторожно, но был момент, где мы там разогнались почти по 280 км в час. В повороты мы входили так немножечко с запахом резины. Здесь подтормаживаем, эту линию пересекаем и подъезжаем, ребята нас встречают. Становимся за Audi. Удовольствие максимальное. Счастлив тот человек, который имеет возможность путешествовать. Правда? Конечно. Желаю Я честно нашим сказать, телезрителям искренне буду рад, иметь если эту наши возможность. телезрители когда-нибудь окажутся там, где они считают нужным. Лучше это сделать раньше, чем никогда. Да. И все. Так, что? Да. Ага. Что-то мы должны еще сделать? Все, оно готово полностью, осталось только скушать. Прекрасный салат «Караван» готов. Настоящее произведение искусства. Вот оно перед вами, перед нами. Нужно его попробовать. Я считаю, что на вид вкусно, и хотел бы доверить эту миссию для вас. Ага. Я думаю, что из вас ценитель хороший, не первый раз пробуете какие-то интересные блюда. Ну что? Оцените, скажите. Сейчас я оценю и скажу все, как оно есть. Так, пробуем. Можете чуть-чуть даже попробовать с гранатом. Гранат немножечко такой сладости придает. Ну что? Отлично. Угу. Кто бы сомневался.
как раз тот случай, когда блюдо не только презентабельное, красивое, аппетитное, но и очень-очень вкусное. Если вы хотите выразить свои чувства для своей второй половинки, показать всю свою любовь, вы можете приготовить вот такой прекрасный салат, как у нас, салат «Караван», и обязательно ваш день пройдет прекрасно. Эльдар, что бы ты хотел пожелать нашим телезрителям? Любите, будете любимы. Коротко и ясно. И ясно. Чох Савол, что был сегодня с нами, за твои интересные истории, за советы тем, кто хочет попробовать себя в ресторанном бизнесе, за вот такой вот прекрасный салат, замечательный рецепт. Я думаю, что он очень многим пригодится. Мне он, во всяком случае, попал в самое сердце в День влюбленных. Спасибо, очень приятно слышать от вас такую оценку. Было с тобой очень приятно готовить на одной кухне. Взаимно, я надеюсь, не последний раз. А вам, дорогие телезрители, желаю радости, счастья и взаимной любви, которая наполнит ваше сердце волшебным светом. Всего доброго, Кореш Кенджи!